Спасибо большое за вопрос по поводу наших учений, маневров, развития вооруженных сил. И вы сказали, что Россия в известной степени внесла свой вклад в ту напряженность, которую мы сейчас наблюдаем в мире. Россия внесла свой вклад, но только в том смысле, что она все жестче и жестче защищает свои национальные интересы. Мы не атакуем, в политическом смысле этого слова. Мы ни на кого не нападаем. Мы только защищаем свои интересы. И недовольство наших западных партнеров, прежде всего американских, связано с тем, что мы делаем именно это, а не с тем, что мы в сфере безопасности допускаем какие-то действия, которые провоцируют напряженность. И я поясню. Вот вы говорите о полетах нашей авиации, в том числе о полетах стратегической авиации. Знаете ли вы, что Россия в начале 90-х годов полностью прекратила, как это делал Советский Союз, полеты нашей стратегической авиации в отдаленных районах патрулирования? Мы полностью прекратили. А американские самолеты стратегические с ядерным оружием продолжали летать. Зачем? Против кого? Кому угрожали? И мы не летали и не летали, не летали и не летали, из года в год. И вот только пару лет, тройку назад, возобновили эти полеты. Так кто провоцирует? Мы, что ли? Значит, у нас две базы практически только за границей. И то на террористически опасных направлениях. В Киргизии, после того, как туда зашли боевики из Афганистана, по просьбе киргизских властей, тогда Акаева президент, и в Таджикистане, тоже на границе с Афганистаном. Думаю, что и вы заинтересованы в том, чтобы там было все спокойно. И это обосновано, понятно и ясно. Американские базы по всему земному шару. И вы хотите сказать, что мы ведем себя агрессивно? Здравый смысл-то есть или нет? В Европе что делают американские вооруженные силы, в том числе тактическое ядерное оружие? Чего там делают? Слушайте, у нас бюджет Министерства обороны на следующий год, он вырос. Но он в долларовом эквиваленте где-то, чтобы мне не ошибиться, 50 миллиардов примерно. А бюджет Пентагона почти в 10 раз больше. 575 миллиардов, по-моему, утвердил Конгресс недавно. И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? Здравый смысл-то есть или нет? Мы, что ли, свои вооруженные силы выдвигаем к границам Соединенных Штатов либо других государств? Базы кто двигает к нам НАТО? Военную инфраструктуру? Не мы. Нас кто-нибудь слушает, хоть какой-то диалог с нами по этому поводу ведут? Нет, вообще никакого. Всегда в ответ только одно. Не ваше дело. Каждая страна имеет право выбирать свой способ обеспечения безопасности. Да, хорошо. Но тогда и мы тоже будем это делать. Почему нам это запрещено? Ну и, наконец, я уже говорил об этом и в послании. Систему противоракетной обороны. Кто вышел в одностороннем порядке из договора, который, безусловно, являлся одним из краеугольных камней всей системы международной безопасности? Мы, что ли? Нет. Это сделали Штаты. В одностороннем порядке вышли. Создают угрозы для нас. Разворачивают эти элементы стратегической ПРО не только на Аляске, но и в Европе. И в Румынии, и в Польше, прямо возле нас. И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? Вопрос, хотим ли мы равноправных отношений? Да, хотим. Но при безусловном уважении наших национальных интересов. И в сфере безопасности, и в сфере экономики. Мы 19 или сколько там лет вели переговоры по присоединению к ВТО. Пошли на очень многие компромиссы. И всегда исходили из того, что эти договоренности являются железобетонными. Потом, сейчас не буду говорить, кто прав, кто виноват. Я считаю, что мы правы в ходе украинского кризиса. Я уже об этом говорил много раз.
И считаю, что наши партнеры Запада не правы. Но сейчас оставим это. Но мы присоединились к ВТО. Там есть правила. В нарушение всех этих правил и в нарушение норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций в отношении российской экономики введены санкции в одностороннем порядке, абсолютно неправовым способом. Мы не правы опять. Мы хотим развивать нормальные отношения и в сфере безопасности, в борьбе с терроризмом. Мы будем работать вместе по нераспространению ядерного оружия. Мы будем вместе работать над такими угрозами, как распространение наркотиков, организованной преступности, распространение инфекционных заболеваний тяжелых, в том числе Эболы. Мы будем это все вместе делать. В том числе будем работать и в экономической сфере, если этого хотят наши партнеры.